Аномально жаркая погода, установившаяся в последние дни в регионе, застала врасплох жителей некоторых населенных пунктов. И самым актуальным остается вопрос водоснабжения. Проблема нуждается в самом срочном и глубоком анализе с привлечением всех заинтересованных ведомств. А пока ситуацию облегчает то, что к каждому адресу организован подвоз воды. О том, как это происходит в Карабулаке и Гамурзиеве, расскажет Ирина Тичоева. Заполненная питьевой водой машина каждый день разъезжает по улицам Карабулака. Проблемы с отсутствием воды здесь встречаются не везде. Специально для жителей водовоз делает несколько рейсов ежедневно. Не успевают жители набрать во все емкости воды, как через несколько часов сигналит очередная машина. За один рейс 14,5 тонн воды мы развозим на КАМАЗе водовоз. День мы, можно сказать, с 6 утра допоздна, до часа, до 2 ночи мы возим именно по Карабулаку, но большинство Плиева развозим воду. Особенно остро нехватку воды жители нескольких улиц Карабулака наблюдают за последние 10 дней. Если утром вода еще бывает, ближе к обеду все краны сохнут. Но жители относятся к этой проблеме с пониманием. Многие помнят времена, когда был особенный дефицит самого главного – блага. Вообще, да. Бывало, временами ночью подадут, это надо было сторожить. Сейчас, конечно, лучше. В прошлом году вообще проблем не было с водой. Летом вообще нехватки воды не было. В этом году дней 10, как это случилось. Нехватка воды всегда приходится на летнее время, пока одни поливают огороды, дворы и даже асфальт на дороге, другим приходится забыть на время про все хозяйственные хлопоты. С пониманием к просьбам экономить воду относятся владельцы автомоек. Все они в Карабулаке закрыты. Подвоз воды осуществляется в сельском поселении Гамурзиева. Сегодня этот водовоз успел совершить уже 4 рейса. Самый последний будет вечером. Жителям этих улиц привезли 6 тысяч литров воды. Узнав о приезде водовоза, жители улицы спешат наполнить свои емкости. Особенно воды не хватает на улицах Албагачиева, Азиева и Магистральная. Вчера буквально мы в Гамурзиевском водосносной станции поменяли насос. Этот насос позволит дополнительно подать воду на нашей улице. Это 160 кубов в час. Заменили мы вчера буквально ночью насос. И сейчас меняют в Альтийском водозаборе. В ближайшее время вопрос, я так думаю, подачи воды будет решен. В 90-х годах в то время вообще воды не было. А сейчас мы резервный фонд полностью, трубы, все поменяли. Сейчас эта ситуация, это в ближайшем мере улице, потому что подача воды будет восстановлена. Благодаря запуску новых насосов удалось на некоторых улицах нормализовать подачу воды. Так или иначе, работа в этом направлении будет продолжена. Ирина Тичоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.